Готовы ли русские девушки выйти замуж за таджика? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как россиянки относятся к таджикам и людям мусульманской веры. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Живу с таджиком. Как же можно и вообще возможно ли это жить с таджиком? Вообще, как я живу с таджиком? Я постоянно себе говорила, что нет, не таджик, нет, нельзя вот в него влюбляться, там и все такое, говорила нет. Вышли бы замуж за мусульманина? Вот, например, смотрите, я понял. Вот считайте, что вашу дочку лет 19 или 20, а у нее парень мусульманин, вы бы дали замуж ее за мусульманина? Главное, чтобы любовь была. Да. То у меня закрытый Инстаграм. Добавляю туда только девушек. Я не ношу коротких юбок, глубоких декольте. Но если только иногда, летом, когда жарко, я одевала короткие шорты. Ну, не прям короткие, но не до колена. И то с разрешением мужа. Исходя из ваших наблюдений и знаний, насколько хороши мужья-мусульмане? Вот какое у вас мнение складывается? Мне кажется, строгие. Шаг лево, шаг право, рука. Просто строгие. Хороши, умные. Очень хороши, они ответственны. Несмотря на то, что сейчас говорят, многое, что мусульмане, они какие-то там не такие. Я встречала только хороших отцов мусульман, очень хороших, ответственных, которые следят за своей семьей, никогда не бросают своих детей. Как вы относитесь к межнациональным бракам? Нормально. Нормально, да? То есть, Да. Это хорошее дело? Нормально. Я считаю, что это дело каждого. А вы сами вышли бы замуж за другой национальность? Если бы я человека любила, то не знаю, честно. А за другой веры, например, за мусульманина? Это, конечно, да. То есть, если бы человек был мусульманином, то есть я без проблем. Вы чувствуете себя сегодня равным с мужчиной? Да. Об этом и речи быть не может. Да. Это сложный вопрос, не знаю. Если бы мы жили в России, то думаю, да. Я бы вышла за человека своей нации. Я ингушка. Если по любви, то, наверное, даже не знаю. Это очень сложный вопрос. Он шутил, когда мы заказывали что-то меню, он мне целую пачку меню давал, он все тарелки ко мне приносил сразу, это тоже тебе, это тоже тебе. Он шутил так смешно, красиво улыбался, флиртовал, можно так даже сказать. На тот день даже не знала, что он таджик. Как вы относитесь к таким высказываниям? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Мне девчонки еще, подружки, там говорили: Ань, ты с ума сходишь, таджики такие-то, они везде. Я говорила: а как? Им наоборот надо говорить спасибо, что они выбирают там, к примеру, наши улицы и все, потому что многие русские не будут подметать улицу и все остальное. А вышла бы замуж за мусульманина? Почему нет? О, красавица. Мне нравятся такие ответы, брат. Я не общаюсь с мужчинами. У меня нет мобильных номеров, даже друзей парней. У меня нет друзей парней. Если я кого-то удалила или перестала общаться, ребят, простите, я вышла замуж за мусульманина. Очень заботливые, очень внимательные мужчины, но они очень строгие. Просто строгие. Мне кажется, они не так лояльны, как, например, мужчины русские. Но я не говорю о том, что они плохие, просто они немножечко другие. Смотри, ты вышла бы замуж за мусульманина? Не знаю. Например, хотя бы скажи, да или нет. Это в зависимости от человека какой. Если, смотри, например, парень мусульманин, он хороший, воспитанный парень, ты, например, влюбилась в него, и он тебя предлагает, жениться, он тебя, говорит, выходи там за меня замуж, ты бы вышла или нет? Если бы ты, например, ты его любишь, он тебе нравится, ты его любишь, у вас там все хорошо, все четко, и он тебя предлагает выйти замуж. Может быть, да. Жизненно отношусь, какая разница? Да, вы знаете, не выбираю. За белорус или за русского выйти мне, или за... это понятно. А за другой веру, например, за мусульманина вышли бы замуж? Думаю, да. Почему? А какая разница? Я же не за веру выхожу, а за человека. В чем бы ни обвинили Тимура, она останется верной. До ареста они успели провести нико, исламское венчание. Но когда Анна начала выяснять подробности, она не сумела сдержать слез. Все, в чем виноват Тимур, просроченная регистрация на каких-то 10 дней.
У меня муж мусульманин, у нас 4 детей, у нас отличная семья. Они при этом защитники, они кормильцы семьи, и они вот действительно глава семьи. То есть... Она была первой, кто смотрел не сквозь него, а прямо в глаза. Улыбчивая сотрудница центра фотопечати часто обедала в соседнем кафе и, конечно, сразу обратила внимание на нового официанта. Вежливый, опрятный, да в общем такой же понаехавший, как она. Никаких предрассудков. Это отношение не изменилось даже после того, как Тимура задержали. Она ведь отлично знала, как тяжко бывает одному в перенаселенном городе. Заботе о детях. Можно этому поучиться. Они о детях больше всего заботятся, их обеспечивают, и они заботятся больше, нежели наши. Вышла замуж за мусульманина? Даже не знаю. Наверное, да. Религия не определяет человека, человека определяет его поступки, его действия. И как вы относитесь к межнациональным и межрелигиозным бракам? Ну, как бы сказать, нейтральная. Люди разных национальностей, есть люди разных религий. Как вы относитесь к межнациональным и межрелигиозным бракам? Нормально. Нормально, да? На этом у нас все. Просим вас оценить наше видео подпиской и лайком. Также у нас есть специальное предложение для тех, кто заинтересован в продвижении своего продукта. Все подробности будут под видео.